Традиционно с октября месяца у нас начинаются вопросы по уровню воды в плотине Ингургэс. И, как мне известно, не знаю, насколько верна информация, квоту за 2023 год мы уже практически израсходовали, то электричество, которое нам дает Россия. Да. Как у нас в этом обстоят дела? Нам Россия будет давать переток, и на каких условиях нам будут помогать, и будут ли? Что касается энергообеспечения осенне-зимний период, есть такая проблема, я бы ее назвал проблемой, потому что объем социального перетока, который был оговорен российской стороной, неоднократно задавались вопросы, социальный переток оплачивался из бюджета Российской Федерации, это была поддержка, помощь, он практически исчерпан. Но этот вопрос мы тоже ставили перед руководством России, в том числе перед Владимиром Владимировичем Путиным, и он обещал нам поддержку. Для того, чтобы самостоятельно стать на ноги в этом направлении, мы тоже проводим большую работу, а именно идет интенсивная установка приборов учета потребления электроэнергии. До конца этого года будет установлено около 26 тысяч. 26 тысяч приборов мы установим примерно в будущем году. В этом смысле, когда стоят приборы, уровень собираемости можете умножить вдвое. И потребление электроэнергии падает процентов на 20-25. Идет экономия. Это очень важное направление деятельности. И мы этим занимаемся. Я рассчитываю на то, что такого рода поддержка нам будет оказана Российской Федерации, потому что эта история, они подходят к этому с пониманием. Я бы хотел вас проинформировать о том, что по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что у нас появилось несколько десятков новых туристических объектов в этом году, уровень потребления электроэнергии снизился почти на 140 миллионов киловатт-часов. Это прежде всего связано с тем, что идет постоянная, может быть не всегда эффективная, но постоянная борьба с майнингами. И мы потребили в этом году на такую цифру меньше. И мы входим в осень в этом году с лучшими показателями. Но природный фактор, конечно, он... А так, если у нас были бы деньги, приобрести, обеспечить переток за деньги, это вообще никакой сложности нет. Люди с удовольствием готовы продать. Но денег у нас нет, поэтому мы в этом вопросе будем рассчитывать и надеемся на поддержку Российской Федерации. Нам нужно примерно в таком духе, вот у нас сложности, если дела будут идти так, как сейчас идут, будут еще в течение 3 лет. В течение 3 лет мы восстановим в отрасли такую картину, которая будет удовлетворять наши потребности. Мы это сможем сделать за счет установления приборов, за счет экономии. И у нас средства стали поступать все-таки другие уже, финансовые показатели лучше, идут ремонтные работы на подстанциях. Это тоже экономия, это тоже уменьшает технические потери существенным образом. Я хочу вам сказать, что за наши деньги бюджетные такие масштабные работы в энергетике не проводились, давно не проводились. Мы понимаем, это вот такое, знаете, тонкое место. Я думаю, что мы его тоже сумеем. Приборы учета устанавливаются за наши деньги или это экспортные кредиты, о котором читали? Вы знаете, по поводу экспортного кредита переговоры идут. Экспортный кредит нам не дали пока, но нам безвозмездно, это благодаря, значит, позиции, вот личной позиции министра финансов Российской Федерации, на 300 миллионов рублей приобретут приборы учета. Это в дар Абхазии. И как раз-таки на 300 миллионов мы сами предусмотрели около 200 миллионов в бюджете этого года, и дальше предусмотрим. Нам нужно время и небольшая поддержка со стороны России в течение 2 лет. Потом мы выкарабкаемся. Плюс к этой истории, я в нее верю, мы на эту тему говорили и с вице-премьером правительства России. Если в сжатые сроки удастся провести, сжатые сроки это в течение 3 лет, газопровод магистральный, 2 станции поставить, а это в теории возможно 3-4 года, потому что опыт такой есть в период Олимпийских игр в Сочи. И будем иметь генерацию, то это уже как бы выход из положения. Уточняющий вопрос. Вы сказали о том, что собираемость в 2 раза увеличивается и экономия там на 25%. Это реальные цифры или это потенциальные вас будет? Нет, это реальные цифры, которые подтверждаются там, где стоят приборы учета потребления электроэнергии. У них есть особенность. Человек не платит, они дистанционно отключаются. Там сложнее, чем куда-либо в систему войти и как-то украсть. Это отслеживается.
И там уже на самом деле 2 раза. Если в целом у нас 40, там больше 80% те потребители, которые имеют вот такой процент собираемости. Спасибо. Получается, что у кого-то счетчики стоят, с кого-то взимают эту плату уже по повышенному тарифу, а кто-то по-прежнему не платит. А кто-то, который не платит, эта история у нас десятилетиями идет. У него тоже есть тариф, есть постановление. Если у тебя нет счетчика, ты должен такую-то, в любом случае ему начисляют. А он не платит, но нет возможности его отключить. Вот поэтому он не платит. А там, где стоит счетчик, он не только считает, он еще и отключает. Вот особенность этого счетчика. Он и отключает, счетчик стоит в защищенном месте, не заплатил, потом, как это в телефоне. Поэтому это облегчает, человеческий фактор из этого надо убрать. Вы же понимаете, что там, где человек, могут быть определенные злоупотребления. И поэтому мы как раз-таки и пошли по такому пути, чтобы этот фактор свести к минимуму. Если не секрет, Георгиевич, озвучите, пожалуйста, кто подписал договор от 24 ноября 2014 года о вхождении в союзное государство? Там нет такого термина, как вхождение в союзное государство. Я же прочитал вам. Этот договор подписан президентом Хаджем и президентом Путиным. Соглашение, договор. Это договор. Все, ну просто я хотела услышать фамилию Но он президента. так не называется. А как? Договор. Нет, договор, межгосударственный договор. И там статья «Создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе России». Да. Этот договор подписан, 24 ноября 2014 году. Когда президентом Хаджем и президентом Путиным. Да, и второй вопрос. Вы часто бываете в Москве. Сейчас у нас новый посол. Бываете в посольстве, в московской абхазской диаспоре, встречи проводите. Оцените, пожалуйста, работу нового посольства и московской абхазской диаспоры. Вы знаете, оценить работу московской и абхазской диаспоры, это как бы еще можно. А давать оценку деятельности послов, это как бы не совсем моя компетенция. Это прерогатива Инала Батович? Нет, это прерогатива российских властей. Да, это как бы так. Я скажу, что посол Российской Федерации человек опытный, отзывчивый. У нас не было такого случая, что нам нужно было бы встретиться, и чтобы там не было найдено время, очень быстро реагирует и ответственно относится к своей работе. Так я это вижу. Поэтому у нас полное взаимопонимание. Есть вопросы, которые мы дискутируем. Да? Это нормальное явление. В каждом коллективе такое может быть. Но уровень квалификации посла очень высок. Поэтому нам с ними удобно работать. Что касается работы нашей диаспоры в Москве, я тоже хотел бы отметить вот такую отрадную историю в этом плане, потому что я не знаю, как работают другие диаспоры, очень много молодых людей, они организованы. Вот эта встреча, которая прошла в президент-отеле, мы немножко не подрасчитали, там зал был на 140 человек примерно, он был переполнен, и человек 60-70 осталось еще за пределами этого зала. Они взаимодействуют с нашим посольством. Это очень хорошо, потому что все мероприятия, которые проводит наша диаспора вместе с нашим посольством, они на слуху, об этом знают местные власти, и это означает, что ситуация на пульсе. Вот, голос Абхазии в Москве, а лицо Абхазии в данном случае в Москве это молодое лицо. И я как бы даю хорошую оценку, удовлетворительную. И дальше надо работать, и учиться надо. У меня как бы произошла неточная была информация. У нас в Москве обучается сегодня только в одном вузе, в финансовой академии, как мне сказали, меня это сильно удивило, 200 человек уроженцев Абхазии. Ну, дай-то Бог, чтобы все эти 200 человек вернулись, чтобы такая потребность в финансистах была у нашей экономики, чтобы еще больше даже вернулось. Ну и во всех остальных учебных заведениях. Там получается, наверное, более чем 500 студентов обучается только в Москве. И 80% этих студентов обучаются на бюджетной основе за счет поддержки российского государства. И это надо иметь в виду. Это надо, потому что когда формируется человек, где он воспитывался, в конце концов, у нас это в нашей культуре, какая мать его вскармливала. Пока ребенок учится, он ребенок.
Это надо иметь в виду, это надо всегда ценить. Поэтому я даю удовлетворительную, хорошую оценку работе нашей диаспоры. Верю в них и доволен ими. Ну, во-первых, я хотела поблагодарить за то, что вы продлили время пресс-конференции, потому что мы, правда, не успели бы. Мы очень редко с вами видимся, Аслан Георгиевич, и чаще всего, не могу не отметить эту деталь, мы получаем информацию из российских СМИ, к большому сожалению, и у нас, у абхазских журналистов, очень большая проблема с доступом к информации. Мы подаем запросы в государственные структуры, мы пытаемся получить какой-то комментарий, ну вот тут не могу обойти вниманием, и даже в вашей пресс-службе, значит, мы чаще всего не получаем ответы. Значит, НИС, пользуясь случаем, сейчас, я для вас подготовил объективную информацию. Вы там один репортаж недавно готовили, вы тоже воспользовались неправильными источниками информации. Я сейчас вам передам. Вы в следующий раз, когда такие вещи будете писать, исходите. Спасибо большое. Вот как раз-таки это один из примеров того, что нет официальной информации, к большому сожалению. Есть она была, эта официальная информация, видимо, плохо вы ее искали, вам было, наверное, неинтересно. Нет, мы проще всего делаем, мы запрашиваем эту информацию, когда нам не отвечают, мы потом мучаемся, ищем другие альтернативные источники. Так вот, ну, например, даже на сегодняшнюю пресс-конференцию не в укор коллегам, но пригласили российские СМИ, а не все абхазские. Вот, к сожалению, ситуация даже такова. Что надо сделать, чтобы государственные чиновники вообще любого ранга вспоминали о существующем законе о СМИ, что надо сделать, чтобы они все-таки взор свой обратили на нас, абхазских журналистов, и мы получали от них информацию. А здесь сколько представителей СМИ российских? Поднимите руки. Вот трое. Да, 4. А сколько вас, Физерхат? Вас 12 человек. А вы подумали, прежде чем задать вопрос, а почему такая картина складывается? Конечно, почему? я хочу спросить Да. как раз-таки об этом. А вы думали, почему такая картина складывается? Вы знаете, как это мне представляется, я бы хотел на этом обратить внимание. Отдельные СМИ, отдельные журналисты, отдельно, я хочу это подчеркнуть, не заинтересованы в том, чтобы объективно информировать нашу общественность. Они ищут какие-то сенсационные материалы и с большим удовольствием транслируют материалы, которые не соответствуют действительности. Как-то один из журналистов задали вопрос, по вашему мнению, какое количество правды в информационном пространстве, и этот журналист ответил, меньше, чем 50%. Вы не знаете, кто это был, да? Да. Но у меня в связи с этим задается вопрос. Я вот то, что вам передал, вы можете попозже открыть, можете сейчас, и вы поймете, о чем пойдет речь. Почему журналисты должны торопиться и выходить в эфир, в СМИ с материалом, который не соответствует действительности? Если они не смогли получить материал, почему они должны отсебятиной заниматься? Тем более в нашем государстве небольшом, где практически все знают друг друга, где слово весит больше, чем где-либо. Можно слегка обидеть, и не слегка тоже. У каждого есть семья, маленькая территория общения, да, маленький социум. Мы в разных обстоятельствах сталкиваемся, в разных ситуациях. И вот неправильно сказанное слово, специально искаженное слово, вброс информации. Я понимаю, что отдельные СМИ обслуживают интересы определенных политических групп. Я понимаю, что идет внутриполитическая борьба за власть. Но качество этой борьбы, чистота этой борьбы во многом зависит от журналистов. А если кого-то не пригласили, их не пригласили, потому что они давно перешли черту всевозможную. Потому что, я так предполагаю, потому что у них не 50% дезинформации, а 95%. Может, возможно, они вот из того, что выдают, вот сказали не «здравствуй», это единственное слово, которое соответствует действительности. Все остальное вранье. Если нужно будет, я сам непосредственно этим могу заняться и как бы показать вам материалы. Вот сейчас вы этот вопрос подняли. Поэтому харахман апсны у айфлер патуру хуцозар идыр намцум харо. Абришашам дырны амцану халак убриана губрёб у айфлер ужарцу тахуб убриана гуёб у айфлер патуру хуцозом. И жены
Джерей Наугорцу тахуп, амю яша микуцерц. Абриз тахуqa папсна. Абриак ну огеоба журналистов, к сожалению. Хан пишет, хун пишет, ялкан отдельные. Отдельные, еще раз отдельные. Но они какие-то очень энергичные, заполняют это пространство. Но на грани фола, постоянное оскорбление, тон разговора непонятный. Вот если даже мы возьмем вот вопрос, связанный с тем же сгоревшим домом правительства, но его можно в спокойной обстановке обсуждать, как это сделали мы сегодня. Зачем доставать ярлыки и вывешивать? Но, во-первых, говорить всегда проще, чем делать. Вопрос такой. Здание надо восстановить? Ну, пусть восстановят, кто могут. Или, например, помните, у нас была история, человек построил, не человек, а построили фонтан на площади Сергея Багапши. Что происходило? А вот одним из инициаторов этой информационной атаки я сказал: уважаемый Иван Иванович, вам эта вещь не нравится, правильно? В категорической форме, говорит, не нравится. Я вам в любом месте дам участочек, вы построите новый фонтан, а этот мы снесем. Ничего до сих пор не сделал. И не будет делать. Вот те журналисты недавно, которые публиковали в СМИ, выкинули информацию о том, что я дал добро, чтобы переселить всех карабахцев в Абхазию. Мне таких журналистов приглашают на встречу. Для этого есть специальные структуры, которые приостанавливают их деятельность. Но вы не можете разграничить, к сожалению, согласно закону. Ну, да, вот, это неправильно. И это все, как это перепостировано было, да, во всех СМИ, которые, значит, оппонируют мне. Я, правда, не совсем понимаю, по какому поводу оппонируют. Если спокойно по полочкам разложить, вы знаете, по всем направлениям деятельности министерства, ведомства, территории, мы можем провести сравнительный анализ с тем, что было у нас в Абхазии до 2020 года и сейчас. И на цифрах мы можем получить картину. И вы увидите, что эта картина не такая плохая, как кажется многим, исходя из цифр. Хотите, давайте проведем эксперимент. Я готов. Сели, поработали. Я лично могу этим заняться. Но мы же живем в хрупком доме. Этот же дом надо поддерживать. От того, что мы с вами начнем метать друг в друга там предметы, мы же можем навредить и себе, и всем остальным. Это понимание когда придет? У нас что, 23-й год, или 22-й, или 21-й год выборов, что ли? Ну, хотя бы, пусть потерпят, за полгода начнут, там, стартанут. Ну, что это такое? И я бы не хотел, чтобы уважаемые мною журналисты, глубоко уважаемые мною журналисты в этом принимали участие, в таком ключе. Видимо, по такой причине их здесь нет некоторых. Нет предмета для разговора, и быть не может. Есть люди, которым я разговаривать не могу. Понимаете, да. Я ничего плохого никому не сделал, никогда не высказывался в их адрес. Потоки лжи и грязи. Мы будем вносить изменения и в закон о СМИ, и в Уголовный кодекс по клевете. А желательно сначала о СМИ, потом одновременно, о клевете, но вы одновременно давайте. Наоборот происходит. Да, вы позаботьтесь об этом, хорошо? Да. И потом я хотел бы ваше внимание, или это в конце, я все-таки дождусь. Всю вину больше на журналистов. Нет. Стоп. Да, одну секунду. Я вообще никого здесь виноватым не назвал. Нет, я поделился своими соображениями. Значит, с чиновниками что делать, которые не хотят отвечать? Если бы открытая, прозрачная информация, доступная была, может быть, и не приходилось бы некоторым свои мысли вкладывать? Ну, факты изложите, пожалуйста, в прокуратуру, а копию скиньте мне, и мы этим займемся. Ислам Георгиевич, Да. это работать будет, ну, судя по тому, как Генеральная прокуратура проверки проводит, это может длиться годами. Вот кто вам сказал, мои дорогие друзья, что вы можете оценивать деятельность Государственного института? Генеральная прокуратура... Да. Я одно предложение. Генеральная прокуратура состоит из разных людей. Там есть люди, которые квалифицированно работают честно. Наверняка есть люди, которые не соответствуют своим позициям. Так же, как и везде. Так же, как и у журналистов, и у министров, и у врачей, и у учителей. Вы почему их всех называете? Генеральная прокуратура. Вы попробуйте. Если бы в Генеральной прокуратуре, как это вы сказали, ваш подтекст понятен, были бы
исключительно отрицательные люди, возможно, нашей с вами беседы не было бы. Что-то сфабриковали бы. Поэтому давайте так, отдельные и называйте, о ком идет речь, и я пойду вам навстречу в этом вопросе. Напишите, какие факты были. Мне тоже это интересно, почему так произошло. То, что можно будет исправить, мы исправим, проблем нет. Мы видим, как многие вопросы политизируются, и какие-то моменты каждая из сторон пытается, вот оппозиция пытается, да, на каждом из, на апарт-отелях, на Совмине, всегда делают политику. Может быть, как-то нужно наладить коммуникацию с оппозицией, прийти к какому-то консенсусу по некоторым вопросам, чтобы их не политизировали, чтобы они шли дальше, чтобы развивалась страна. Может быть, стоит наладить какой-то диалог, какую-то площадку, где власть с оппозицией будет вести диалог? Вы знаете, такие попытки были и будут. Но как можно политизировать? Я вот все-таки мы растем в целом, я так предполагаю, наши государственные институты укрепляются, общественные институты становятся лучше, чем они были, так я думаю. И все-таки тут в чем-то время нам должно помочь. Это одна история. Другая. Вот эти вопросы, о которых вы говорили, ну, их не надо политизировать. Эти вопросы находятся в компетенции одного из важнейших государственных институтов, компетенции парламента. Парламент был избран нашими гражданами. Просто нужно наших граждан уважать. Если даже за твоей спиной стоит 100 человек, 200, 300, 500, но у нас нет политических партий, в котором состоят более чем 500 активистов. Нет таких партий в Абхазии. А любой депутат избран как минимум несколькими тысячами избирателей. Это в классическом виде внутриполитическая борьба, нечистая, она вредит нашему развитию. Есть институты общественные, государственные, где нужно эти проблемы обсуждать. Но я уже третий раз говорю, вопрос об апартаментах поднимался и в 2017 году. Даже была программа. Это же интересно посмотреть, почему. Да потому что это развитие, это правильный акцент. Если его грамотно реализовать, это принесет только нам всем плюс. Это плюс принесет нашим гражданам. Мы решим проблему тех, у кого нет жилья. Если за 3 года мы предоставили жилье, оказали поддержку, бесплатное жилье приобрели там 160 человек, то мы можем, если запустим такой механизм, мы можем 1000 квартир в год давать бесплатно. Это решение демографических проблем и так далее. Но тут внутриполитическая борьба. Тут сделать так, чтобы действующая власть не показала результатов. Этим руководствуется часть, ну, она, видимо, существенная, часть тех, кто оппонирует действующей власти. Давайте цифры, сели, поговорили. В связи с этим, если вот эти законы, там, законопроекты, их пока нет в виде законов, о правовом статусе апарт-отелей, они такие вот прямо антинародные, как принято говорить некоторыми общественными деятелями. Я бы хотел обратить их внимание на закон о особых экономических зонах, который был принят в 2016 году, и на указ президента Абхазии в 2017 году, в соответствии с которым 7100 гектаров выделено компании в Гальском районе, и ни экономической зоны нет, и ничего не делается, и 65 миллионов рублей. Нисфа, вам не интересно? Вы послушайте, а потом проверьте. И 65 миллионов рублей денег еще государству должны, налог на землю. А если вы почитаете этот закон, вы представляете, как это по Пицунде говорили, нет абхазской юрисдикции. Особая экономическая зона, туда вообще нельзя никому заходить. Она должна быть огорожена. Туда будут приходить корабли, выходить. Там полная, значит, самостоятельность. И это и есть история, которую надо было бы изучить. Ну, никакой же реакции не было в то время. 7100 гектаров. Вы меня слышите? 7100 гектаров. По сути, значит, по сути, был создан механизм, правовой механизм отчуждения земли в пользу частных лиц. 7000 гектаров. Ну, давайте мы сравним эту историю, давайте по ней поработаем, давайте сравним эту историю с законопроектом по... Это же, вы же заинтересованные люди в развитии нашего государства.
Я так из этого исхожу. Надо сравнивать эти вещи, и будет понятно, какой курс был более эффективным и правильным. Тот, который мы сегодня реализуем, или тот, который, например, был связан с принятием этого закона. Вот внимательно почитайте. И таких историй много очень. Я не хочу, вы знаете, чтобы мы впадали в эту крайность. Нам нужно заниматься делом. Нам нужно обустраивать свою страну. Нам необходимо иметь современные вооруженные силы. Нам необходимо сохранить свою историю, свою культуру, свой язык. Нам нужно сохранить свои традиции. Нам нужно обеспечить всех людей, желающих работать. Человек, который хочет работать, работу должен иметь. Этого не сделано. Вот в плане обеспечения безопасности нашего государства наиважнейший вопрос – вопрос строительства военной базы в Ачимчирском районе, в селе Миркула. По какой причине это не состоялось? По какой причине это не состоялось? Были аргументы у некоторых общественных деятелей, что абхазский солдат не должен жить в русской казарме. Русская казарма – это условия, приемлемые, хорошие условия, построенные на российские деньги, которые находятся в пользовании у наших вооруженных сил. Хорошо, если абхазский солдат не должен жить в русской казарме, я принимаю этот тезис, он же должен жить в абхазской казарме, в хорошей. Где эти абхазские военные казармы? Кто их построил? Не имея альтернативы, можно было руководствоваться такими соображениями. Абхазская армия должна была получить новые виды вооружения, перевооружение должно было пройти на 7 миллиардов рублей в рамках строительства военной базы. В тогдашних ценах. Есть вещи, которые я не могу говорить публично, не имею права, но это шанс стратегический, который был упущен. Потому что там тоже была некая, значит, даже не внутриполитическая борьба, а какие-то настроения непонятные. Там кто-то себя переоценивал и кого-то недооценивал. Вот и мы имеем тот результат, который мы имеем. А что такое? 50 гектаров земли в Ачимчирском районе в селе Миркула. Там сейчас что-то делается? Все заброшено, ничего не делается. Что-то бы оживилось, какие бы люди работали. И самое главное, наши тылы на границе были прикрыты. Мы себя чувствовали еще увереннее. И все это работало бы на нас с вами. Вот же о чем идет речь. Поэтому, дорогие мои друзья, вот торпедируют. Вы задайте им вопрос, почему они это делают. Они, наверное, тоже вам что-то скажут. Я готов. Какие там минусы в этих? Давайте пусть исправят, если есть минусы в проекте закона. Если этот проект закона плохой, пусть предложат другие программы развития экономики Абхазии. Проблем нет. Если человек, как это мне представляется, ему предлагаешь, скажем так, какую-то программу, и он говорит, что эта программа плохая, значит, он рассчитывает или оценивает себя как человек, который может такое суждение вынести. Он может оценить, что это очки не того качества. Но если очки не того качества, которые я предлагаю, пусть он предложит другие очки лучшего качества. Мы только за. Какие проблемы? Есть механизмы решения проблем наших в ближайшие 5-10 лет, программа развития, пусть предложат. Реальная. Программа была принята социально-экономического развития, утвержденная там. Где она? Кем она реализована? Указом президента Хаджимба. Программа 25 шагов, на которую потратили 300 тысяч евро. Кстати, неплохая программа. Почему эти программы не были реализованы? Антон Георгиевич, мы все слышим и видим больших инвесторов, крупных отельных гигантов, большие гостиницы А строятся. где вы их слышите, видите, больших гигантов? Ну, отель, например... Да, по абхазским масштабам. Ну, вот ПВО, да, большие отели реконструируют, в планах новые. Там в Библиоглобус к нам приходит как туристическая фирма. Какая защита у малого бизнеса, ну, в частности, в области туризма есть? Как мы собираемся защищать мелких предпринимателей абхазских, которые сохраняют всю денежную массу в стране? Есть какие-то планы по поддержке вот таких вот мелких, тех, кто Хорошо. сдает маленькие номера, тех, Как кто... ваше имя? Марианна. Марьяна. Ну, смотрите,
мы должны защитить кого? Маленьких ательеров, да? Да, да. Да, маленькие турфирмы, да, гостевые дома и так далее. Понятно. Вот тогда я хотел бы вам задать вопрос встречный. А вы знаете о том, какое количество туристов принимает город Сочи, в котором есть и огромные отели, и маленькие гостевые дома, и квартиры сдают? Город Сочи принимает в прошлом году, по итогам прошлого года, я попросил мэра города Сочи, он прислал отчет. 7 миллионов 200 тысяч туристов. Вы знаете, сколько мы принимаем туристов? Мы, наверное, по итогам этого года примем, возможно, 600 тысяч. Я не имею в виду однодневников. У нас есть куда расти. Все маленькие наши отели в сезон были заполнены. У нас, знаете как, у нас нет сегмента дорогих отелей. Вот о чем идет речь. Это одна история. Другая история. Один товарищ известный сказал, у меня, говорит, 15 номеров, построили, говорит, МВО и ПВО, и, значит, ко мне люди хуже едут. При этом он ценовую политику, значит, свою менять не хочет. И оказывать сервис на другом уровне тоже не хочет. А теперь давайте мы развернемся и посмотрим. У него там индивидуальный предприниматель, это такая форма, там 3 человека, его семья, 2 копейки платит. А здесь работает 300 человек, из них 95% граждане Абхазии. Да, вот в этом отеле. 300 человек – это только первый этап. И поступления в бюджет государственный будут другого уровня. Я хочу сказать 2 мысли до вас довести. Маленькие ательеры, гостевые дома – это не конкурент, это другой сегмент. Это так же, как есть разные сорта воды, разные сорта пива, разные сигареты люди покупают. Наш рынок в этом смысле далеко не заполнен. Его нужно заполнять. Если город Сочи, который меньше нас в 3 раза территориально принимает 7 миллионов туристов, нам такая плотность, наверное, не нужна, как в Сочи. Мы, которые больше в 3 раза, без проблем можем принять 5 миллионов. Но мы можем всего сегодня принять 600 тысяч. Нам есть куда расти, и нам нужно расти. Это первая история. Вторая история состоит в том, что этот вид бизнеса, он наименее отрицательно воздействует на природу. Это все-таки не заводы и фабрики, где, значит, у нас могут возникнуть проблемы с экологией. Это люди, которые душ приняли, в море искупались, чистенькие домики. Это развитие нашего сельского хозяйства, потому что они это все будут потреблять. Да, мы на развитие сельского хозяйства сегодня тратим какие-то деньги, но это мало, надо вкладывать. Вы говорите, вот деньги они увозят туда. Они деньги туда пока не увозят, никто из них еще не окупился. Они пока эти деньги не получают, которые увозят. Но сегодня вы посмотрите, сколько денег уходит в Среднюю Азию. Под 1 миллиард рублей. Да, но эти же деньги уходят? Уходят. А здесь, наоборот, наш производитель будет поставлять. Они все налоги здесь платят. Они хорошие налогоплательщики. Вы посмотрите, кто больше платит. Вы поймете, что так получилось, я не знаю, только догадываюсь, по какой причине бизнесмены, в котором иностранный капитал, более ответственно платят налоги. Это факт. Вот в том же Библиоглобусе в Тамаше, там в разное время работает от 40 до 150. 95% это местные жители из села и вокруг которых. А как по-другому нам развивать? Поэтому тезис о том, что большой бизнес туристический несет в себе угрозу для маленького, он несостоятельный. Маленькие гостевые дома, огромное количество людей с удовольствием туда будут приезжать. На каждый товар есть свой покупатель. Это никто не отменял. У нас надо расти и расти. По-другому неправильно думать. Так я понимаю. Что хочется на фоне новостей о поддержке инвесторов слышать еще о поддержке малого бизнеса? Значит, для этого надо читать бюджет государства. У нас заложены деньги, мы занимаемся льготным кредитованием. А по-вашему, вот эти домики деревянные, которые гостиничные появились, это что, крупный инвестор, что ли? А в рамках льготного кредитования по программе мы деньги выдаем, и они этим занимаются. Конечно, хочется все, но вы же понимаете, что всего не будет за один день. За динамикой надо прослеживать, и я хочу, чтобы все было хорошо, но так не бывает. Мы же занимаемся и развитием сельского хозяйства,
Не было таких денег. Около 100 миллионов рублей в год мы в него вкладываем в сельское хозяйство. Но вы поймите одну вещь. Все-таки я сторонник. Уж так получилось. Коммунистической системы хозяйствования уже нет. Этот механизм не работает. Весь мир работает по-другому. Частный капитал более эффективен. Понимаете? Вот примеры строительства предприятий за последние 30 лет с участием государственного капитала, они не оправдали, потому что частным капиталом можно рисковать. Они рискуют своими деньгами, но делают дело. Приведу вам пример. Хотите, приведу вам пример. Вот форелевое хозяйство слышали, наверное, да? В этом, как его, в Кудаутском районе. Вот давайте посмотрим данные. Я не знал, что у нас речь об этом зайдет, но тем не менее, коль скоро вы... Это то, которое не абхазское уже, да? Оно абхазское. Да, оно абхазское. Да, да, ну конечно, оно абхазское. Эта фирма зарегистрирована здесь. Другое дело, что туда пошли инвестиции. Так, куда же я документ делал? Одним словом, ровно 1 ноября будет год, как объект появился новый арендатор. Заработная плата была там, на этом объекте, 7 тысяч рублей. Средняя заработная плата. Продукцию они выдавали, около 6 тонн показывали по году. Туда было вложено в разные этапы руководством Абхазии там, за последние 15 лет. Я не ошибусь, около 3 миллионов долларов теми деньгами, там 90 с чем-то. Эффект был такой. Сегодня это все находится в аренде у частного инвестора. Средняя заработная плата 40 тысяч рублей за 1 год. Больше, чем в 5 раз зарплата выросла. Налоговые поступления выросли больше, чем в 5 раз. Туда уже вложено около 80 миллионов рублей на реконструкцию, там нужно менять и так далее. Нам с вами что нужно? Нам с вами надо иметь свежую рыбу, правильно? По доступной цене. Так? Но если эти люди с этой задачей справляются лучше, и при этом платят такие деньги тем, кто там работает, это правильный шаг или неправильно? А кто там работает? Те, кто работал коллектив. Местные. Да? 100%. А рыбы там мы все равно не видим. Но рыба, чтобы была, надо вложиться в нее. Эти 7 тонн есть. Но при 7 тоннах раньше они получали 7 тысяч, а сейчас получают 40 тысяч. И они закладывают, ремонтируют, приводят все в порядок. Это пример того, как нужно было инвестировать. Это к тому, что государство инвестировало 90 миллионов, теми деньгами это 3 миллиона долларов, а результат был вот такой. Или завод был построен по фасовке меда в Ачимчире. Но это не государственное дело, фасовка меда. Тоже 2 миллиона долларов или миллион потратили. Да. Зачем? Зачем этим должно заниматься государство? Какое отношение государства к фасовке меда? Современное государство. Коммунистические предприятия все были государственные. Я могу таких примеров много привести вам. Я категорически против таких подходов. Эта история должна быть связана с бизнесом, с частным бизнесом, с их рисками. Что-то случилось, они рискуют своими деньгами. Риск их. Соответственно, если человек рискует, он должен когда-то получить деньги, которые он вложил. Но при этом решать социальные проблемы, выплачивать заработную плату и платить налоги. Вот и все. Кстати говоря, я хотел бы, пользуясь случаем, вам рассказать о том, что больше чем 95% нашего бюджета формирует частный бизнес. Вы об этом знали? Да. А вот вам я пример приведу, значит, самый список крупных налогоплательщиков с 2020 года. Начнем. Значит, вот вы где-то узнаете, запрос сделайте в Министерство по налоговым спорам и получите. Ну, сделайте. Ну, вот тогда наш с вами разговор со мной будет предметный, и мы не найдем повода друг друга обижать, потому что их нет. Вот, дорогие друзья, первая компания, 2020 год, больше всего заплатила, 239 миллионов. Компания РН Абхазия, иностранный капитал. Дальше, Винные воды Абхазии, иностранный капитал. Аквафон, 153 миллиона, 50% Мегафон принадлежит, иностранный капитал. Азид, национальная компания. Мобайл, иностранный капитал. Это в 2020 году первая пятерка. В 2021 году первая пятерка, это все иностранный капитал.
Значит, дальше, вот 22 год, Аквафон 212 миллионов, Винные воды вторые 165, Мобайл 132, Амобайл, РН Абхазия 106. Ну, вот как работает капитал. Он же, почему говорят, что у капитала нет границы? У него на самом деле нет границ. Это история, которой надо грамотно управлять, и тогда она становится очень полезной. Если бы вы представляете, 3 миллиона сегодня это сколько денег? Это 300 миллионов рублей, да, или что-то типа этого. За эти 3 миллиона долларов, которые были вложены в форельку, можно было построить детский сад новый. За 2 миллиона долларов, которые были вложены в рыбзавод, или не в рыбзавод, а в фасовку меда, тоже можно было еще что-то построить. И одна проблема была бы решена. И другая была проблема решена. Государственные деньги вложили, деньги потратили, проблему не решили. Я так хозяйствовать не собираюсь. Это не соответствует моему принципу. Аслан Георгиевич, с определенной периодичностью под председательством генпрокурора от Бура-Агрба в Сухуми проходят координационные совещания силовиков, на которых очень часто силовики и сам генпрокурор, они критикуют работу судей, судебной ветви власти, причем разных судов, там и арбитражи, ну, в общем. Даже была публичная полемика, вот когда судьи отвечали генпрокурору о том, что он вот неподобающим образом высказывается об их работе. Я бы хотела узнать, каково ваше мнение о работе судебной ветви власти? Судебную систему – это не дело прокурора. Это первое. Я этого не видел. Если это так, то это неправильно. Прокурор может озвучить какие-то проблемы в отношении конкретных судей или конкретного уголовного дела. Вот, или вы ошиблись в формулировках, или, значит, да, это, да, ну, это понятно. О том, что постоянно домашний арест выбирают в качестве меры пресечения. А домашний арест выбирают в качестве меры пресечения, потому что это законная мера пресечения, к сожалению. И те законопроекты, внесение изменений в части противодействия организованной преступности, которые были направлены мной в парламент, там изменения не были приняты. Все-таки, и поэтому судья принимает решение в соответствии с законом. Он имеет право такое решение принять. Хотя я против того, чтобы так было. Я за то, чтобы домашний арест был только в отношении беременных женщин. У нас, я еще раз хочу подчеркнуть, проблема не в том, что мы создали государство полицейское, и все виды свобод здесь приглушили. Нет. Проблема в том, что у нас хочет распоясаться преступный мир и нам навязать свои правила. А вы что, не помните такие времена, когда летом по набережной ходили тут преступные авторитеты и те, которые за ними там? Но они сейчас ходят как бы Да. в вечернее время. Да, ну хорошо, тогда сообщите, когда мы посмотрим, будут ли они дальше ходить или нет. Вы же умеете это делать, увидеть там что-то такое. Если такое было, скажите, они ходить не будут, я вам это... Вроде парламент сейчас должен принять законопроект. Вы знаете, слово «должен» в отношении парламента, да, это слово надо, значит, как говорится, тут один, значит, на самом деле парламент этот вопрос обязан рассмотреть и принять по нему какое-то решение. Лучше, чтобы оно было правильное. В этом отношении была проведена огромная работа. Неоднократно, значит, здесь была создана комиссия по внесению изменений в УК, в УПК, по упрощению некоторых статей, в том числе и по клевете. Комиссия работала 1 год. В эту комиссию входили представители Генеральной прокуратуры, МВД, судейского сообщества, председатели комитетов парламента. И эти рекомендации были выработаны, документ находится в парламенте, и пока по неизвестным мне причинам он не принят. Есть там профильный комитет, этим комитетом руководит депутат Хутаба, уважаемые журналисты. Я бы хотел, чтобы вы эти вопросы адресовали ему. Он, наверное, скажет, по какой причине там нет подвижки. А вообще мои соображения состоят в следующем. Ну сколько у нас в Абхазии лидеров преступного организованного мира? Ну пусть будет их 10 человек, ну пусть будет 20. Ну, к примеру, я говорю, там, классные, не классные и так далее. Вы обратите внимание, вот, и на это надо будет обратить внимание
наших законодателей, с одной стороны там 10 или 20 человек, с другой стороны интересы 250 тысяч граждан. Понятно, что интересы этих людей будут ограничены, если законы будут приняты. Тут надо сделать выбор. Мы на кого работаем? На 250 тысяч граждан или на 20 человек? Я так это понимаю, если все упростить. И эти вещи надо так называть. И в СМИ надо так называть, так говорить, и тогда люди, наделенные полномочиями, ответственностью, примут то решение, которое надо решить, принять, мне так кажется. Вот это очень важная тема. Почему эти законы не приняты? По какой причине? А что касается конституционной реформы, там тоже работала комиссия, там тоже документы готовы, и они находятся в парламенте. Но по поводу 2006 года я не могу сказать, но... Нет, в том плане, что комиссии менялись, они с Сергея Васильевича начали, готовили вариант. Вы знаете, я не знаю, как было. Мне кажется, что тогда в парламент документы никто не направлял, до этого не дошли, по моей памяти. Мы в прошлом году соответствующие законопроекты в парламент направили. Опять-таки, это сфера деятельности парламента. Вы исходите, коллеги, из того, что все-таки парламент был избран в прошлом году. Нужно время. Это фактор надо учитывать. Там очень много, скажем так, молодых людей. Я думаю, что парламент начнет эффективно работать уже с этой сессии. С удовольствием идут депутаты. Вот. Ну и что они молодые? Не, ну вы знаете... Исполнительная власть же не берет просто так вот министром человека, у которого... Не, ну дело в том, что, уважаемая... Есть какой-то опыт. Да. Там есть... Ладно. Уважаемая Нана, но тут же может быть, не что вы никогда лишнее не говорили, тут же аргумент, мы же с вами их избрали, но мало ли кто идет, туда шли, да, в парламент во всех округах было по 3-4, не, у нас же были солидные люди, которые не прошли в парламент, известные общественные деятели, они выдвигались, но не прошли. А прошли люди совершенно другого склада. Такое же тоже было. Это в любом случае ответственность избирателя в данном вопросе. Кого избрали, кому доверили, те и представляют округа. И мы будем работать с ними. И они будут работать, я так надеюсь, эффективно и продуктивно, как это обычно бывает. Я хочу задать вопрос, ответ на который, скорее всего, сейчас не получу, просто в силу того, что вы не были к нему готовы. Но я бы просила, чтобы я этот ответ получила через какое-то определенное законом время. Скажите, пожалуйста, насколько соответствует действительности информация о том, что количество ваших советников и помощников превысило 30 человек? И дабы, чтобы вот избегать впредь, ну, для себя, как для журналиста, я хотела бы знать вообще, какое их количество советников и помощников, именно имею в виду, и если это возможно, то как-то поименно их обозначить. Конечно, сейчас я думаю, что смогу ответить. Значит, есть определенные правила установленные, в соответствии с которым в штате, те, кто в штате, они в штате. Эти штаты никто не раздувал. И я имею право иметь неограниченное количество советников и помощников. Это не ограничено на общественных началах. Все. Я имела в виду именно штатных. То есть Нет, никто в штатное расписание изменений не вносил. Есть определенное количество, даже, по-моему, 1 единица не занята еще, если мне память не изменяет. Никто не вносил изменения, но мы дадим завтра вам ответ на этот вопрос, письменно, если хотите. Хотите быть помощником? Не, спасибо. У меня не хватит образования. 21, по-моему. 19 страна, я точно не скажу. За предложение, конечно. Думал, будет вопрос, связанный с цифровизацией. Я понимаю, и правительство понимает, насколько это важно, и мы этим направлением деятельности занимаемся. Я хочу, чтобы вы это знали. Когда будет следующая встреча, вы мне зададите вопрос, и я развернуто на него вам отвечу. Это одна история. Вторая история состоит в том, что мы пришли к необходимости создания на базе нашего университета курсов подготовки абхазских управленцев. Те, которые будут работать в органах исполнительной власти. Это недорого будет стоить. Нам в этом плане поможет, значит, Российская академия госслужбы. Сейчас идет формирование курса обучения. Какие дисциплины человек должен знать. И определенный набор знаний, с которым он должен с этого заведения выйти. Если он претендует занимать в последующем какие-то чиновничьи руководящие должности. Все-таки
Это очень важно, когда уровень квалификации, он стандартизирован, тогда люди начинают говорить на одном языке, и конфликтных ситуаций становится меньше и меньше. Мне кажется, в наших условиях это важно. Это первое. Второе, все-таки увеличивать количество государственных чиновников нам, по-моему, не нужно. Мне так кажется. Мы умещаемся вот здесь, вот, где мы сидим. Главное работать эффективно и приносить пользу своим гражданам. А? Курсы это вторая специальность получается. Для населения. Да, это там они вот Да, по аналогии с Российской академией госслужбы. У нас в РАНХИКСе, у нас, по-моему, пол Абхазии РАНХИКС закончил. Я хочу ваше внимание на что обратить. На курсы некоторые дисциплины мы возьмем оттуда, а некоторые дисциплины должны быть наши. Наши управленческие кадры. Наши управленческие кадры, которые знают, что такое Абхазия, история, культура, быт. Это очень важно. Что мы есть сегодня и какие мы должны быть завтра. Что мы хотим. Вот это, мне кажется, очень важно. И мы этим делом в обязательном порядке в ближайшее время, в том числе и с вашей помощью, займемся. Все, вопросы есть ко мне? Мы с вами в следующий раз встретимся. По мере необходимости. Наши? Ваши в том числе будут. Мы, знаете, как сделаем? У нас будет большое мероприятие в декабре. Мы можем встретиться в 20-х числах января. Можем подвести итоги года. Да. Перед Новым годом не будет. Ну, посмотрим. А подарки новогодние? Подарки будут. Подарки будут. Лучше подведем итоги, по итогам года встретимся, и вы можете задать вопросы, связанные с деятельностью министерств, с деятельностью глав администрации районов, ведомств и так далее. Мы можем вместе подвести итоги, с тем, чтобы вы знали полную картину, какая она есть, без ретуши. Так это, да, по-русски правильно. И Тауб Дарадзе, Абзираш Сала.